12 верасня ў Беларусі адзначылі дзень супрацоўнікаў органаў папярэдняга следства. Працуюць у следчым камітэце прафесіяналы сваёй справы, гатовыя днём і ноччу стаяць на варце закона. Кожны з іх змагаецца за тое, каб жыццё ў раёне было спакойным, а злачынцы неслі адпаведныя пакаранні за ўчыненыя імі супрацьпраўныя дзеянні. Аб адных такіх следчых і пойдзе гаворка ў нашым наступным сюжэце. Следчы па асабліва важных справах Андрэй Аладзеў стаў супрацоўнікам органаў папярэдняга следства цалкам выпадкова. Пасля заканчэння беларуска-расійскага універсітэта наш суразмоўца марыў стаць інжынерам-будаўніком, аднак яго лёс вырашыў по-свойму. После окончания института по моей основной специальности не было мест, куда можно было устроиться. В Могилеве все места были заняты, в школе организация, строительная организация, она прекратила свое существование, была расформирована. Поэтому пришлось выбрать путь по второй специальности, то есть по юридической. Працоўны шлях Андрэя Аладзева быў нялёгкім, шмат цяжкасцяў ён адчуваў у сваёй прафесіі, аднак яны не зламалі яго, а выхавалі ў ім сапраўднага прафесіянала сваёй справы. После того, как я пришел работать экспертом, работа заключалась в том, что мы выбываем на места происшествия, отыскиваем улики, какие-то вещественные доказательства, которые способны уличить преступника, доказать его виновность. Выезда осуществлялись не только днем, но и в ночное время. Поэтому иногда приходилось, выезжая ночью, оставаться на следующий день работать, потому что необходимо было делать экспертизы, а также были еще одни выезда. Потому что когда я только пришел работать, был в отделе один эксперт. Изначально с непривычки, да, было тяжеловато, потому что морально к этому не был готов. Это вот сотрудники, которые изначально обучаются в академии при МВД, их уже возят и в морги, показывают, то есть рассказывают. А здесь, придя с гражданского вуза и впервые столкнувшись с этим, было, конечно, изначально дико. И немножко как бы так не по себе. Ну, потом постепенно привык. У працы следчых няма лёгкіх спраў. Практычна ўсе іх памятае наш суразмоўца. Кожная справа давалася нялёгкай і карпатлівай працай. Дзякуючы сваёй працавітасці і прафесіяналізму з лейтенанта Андрэй Александрович вырас да падпалкоўніка. А вось калега Андрэя Аладзева, старэйшы следчы Павел Баранцаў, марыў стаць следчым з юнацкіх гадоў. Мару сваю адкладаць у доўгую скрыню ён не стаў. Уже будучи в школе, мы ходили в РОВД, стреляли из оружия, заступали на дежурство вместе с гаишниками на трассу, дежурили на стадионе при футбольных матчах и непосредственно принимали участие в жизни, скажем так, шкловской милиции. И так получилось, что к нам приезжали из Академии МВД, так как мы были профильный класс с профильным направлением. Они сагитировали, и очень много людей поступало с нашего класса именно в Академию МВД. Прошло централизованное тестирование, подал документы и сразу же поступил на следственно-экспертный факультет. Там непосредственно уже в Академии стал после курса молодого бойца командиром группы. И 5 лет находился в звании находился в сержантском составе. Академию перед выпуском был в звании старший сержант. По направлению стал работать здесь. Тады яшчэ зусім юнаму і неспрактыкаванаму Паўлу калегі аказвалі дапамогу і падтрымку, за што ён ім вельмі ўдзячны. Так получилось, что у меня жена выпустилась на 2 года раньше с моего же факультета. Непосредственно помощь она мне оказывала, скажем так, была моим наставником. На данный момент я специализируюсь на расследовании дорожно-транспортных происшествий, и до меня расследовал дорожно-транспортное происшествие старший следователь по особо важным делам Аладзев Андрей Александрович. Фактически он меня обучал расследованию ДТП. Праца следчага складаная і патрабуе не толькі юрыдычнай адукацыі, але і таленту, зацятасці і настойлівасці. Па сутнасці гэта выпрабаванне. Выпрабаванне на прыстойнасць, на дабрыню і міласэрнасць. Самый сложный осмотр места происшествия в работе был на территории нашего района. Это, по-моему, в 2014 году, когда женщина спалила дом, в котором находилось 3 мужчины. Это был самый сложный осмотр в моей жизни. Ты не жалеешь, что выбрал такую сложную профессию? На данный момент нет, потому что если не я, то будет кто-то другой. А других мало, поэтому
Я считаю, что я нахожусь на своем месте и максимально отдаю себя своей профессии. Пажадаем жа ўсім супрацоўнікам Шклоўскага раённага аддзела следчага камітэта моцнага здароўя, хай любая справа расследуецца лёгка і беспраблемна, хай поспех усміхаецца і заўсёды ўсё будзе ідэальна.